Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. С начала года в Татарстане зарегистрировали 666 случаев заражения коклюшем. Это данные на 21 ноября. За аналогичный период прошлого года таких случаев было всего лишь 8. То есть рост в 83 раза. В России за этот год почти на 40% выросло число заболевших коклюшем. Большая часть зафиксирована в Москве. Вернулись ли старые болезни? Об этом говорим сегодня с нашими экспертами. Тема программы «Грозит ли нам эпидемия кори и коклюша, а возможно ветрянки и паротита». С удовольствием представляю наших гостей. Халид Сабанович Хаиртынов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Республики Татарстан, доктор медицинских наук. Хайрликич. Дмитрий Владимирович Лопушов, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике и эпидемиологии Министерства здравоохранения Республики Татарстан, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами сегодня Полина Николаевна Емельянова, заместитель главного врача по педиатрии Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова. Приветствуем вас. Лилия Рустемовна Юзлибаева, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Хайрликич. С нами сегодня Оксана Геннадьевна Петеркина, главный внештатный детский пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, врач-пульмонолог ДРКБ, заведующий поликлиникой номер 1 ДРКБ, заслуженный врач Республики Татарстан. Рада вас видеть. И приветствуем Елену Васильевну Каримову, главный внештатный эпидемиолог города Набережной Челны, заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам поликлиники номер 7 Автограда. Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Предлагаю начать программу с результатов опроса нашей интернет-аудитории. Мы, в принципе, спросили у интернет-пользователей, а следите ли вообще за своим календарем прививок. Да, здоровье превыше всего. Так ответили 37% проголосовавших. Мне делали прививки только в детстве. Так ответили большинство, 41%. Ну и 22% респондентов выбрали вариант «я вообще против прививок». Такой же вопрос мы адресуем телезрителям. Подведем итоги в конце программы. Вот хотела бы спросить у экспертов, это отражает реальную картину, в принципе, сегодняшнего дня, что большинство людей не в курсе вообще, от чего их прививали или нет. Вот у меня, оказалось, в детстве была краснуха, я об этом узнала только в период беременности, когда кровь на антитела показала. Потом мне только мама рассказала, как я болела. Я говорю, ты меня не прививала? Она говорит, прививала. Но как-то вот не сработало, да? Вот, но при этом, на самом деле, насколько сегодня взрослое население следит за своим календарем прививок, Халид Сабанович? Ну, я думаю, если дети, наверное, конечно, не знают, от чего их прививают, но родители-то точно знают, от каких инфекций. А взрослые, у которых уже мама, папа тоже не помнят. Вообще мы должны следить за своим календарем прививок? У нас должен быть этот сертификат пожизненно в руках? Конечно, потому что есть заболевания, которые мы можем предупредить. И напоминаю, что самый эффективный способ профилактики инфекции – это не мытье рук, это не ношение масок, а именно вакцинация. За рубежом давно уже следят за тем, чтобы люди вакцинировались, и мы тоже следуем этим путем. И если вспомнить, какие осложнения бывают при вот этих разных инфекциях, если взрослые люди будут знать об этом, то, я думаю, большинство людей будет только голосовать за вакцинацию. Дмитрий Владимирович, как думаете, взрослые вообще следят за своими? Ну, опять-таки, Всемирная организация здравоохранения провозгласила лозунг, что вакцинация на протяжении всей жизни. И поэтому рассматривать вакцинацию как исключительно мероприятие, которое проводится в детском возрасте, ну, увы, это не совсем правильно. Та же самая корь. Значит, тот же самый коклюш, та же самая пневмококку инфекция. То есть они возникают в течение и взрослой жизни. То есть и взрослые тоже могут болеть. А тот же самый столбняк, который, ну, в любой момент может возникнуть. Неважно, там, человеку 50, 60 лет или 14 лет. Поэтому, безусловно, каждый должен следить за своими прививками. Ну и, в принципе, тот сертификат, о котором мы говорили, сертификат профилактических прививок, он должен быть рядом вместе с паспортом. И то есть при необходимости... Это паспорт здоровья, да, условный? Паспорт, я имею в виду паспорт наш стандартный. Паспорт такой, это да, сертификат как паспорт здоровья. Паспорт здоровья, потому что в ряде случаев, допустим, какая-то травма возникает, человека привозят, а предугадать получение травмы мы не можем, привозят в травматологический пункт, и здесь возникает вопрос самый первый. Вы прививались? Человек говорит, нет, не помню, а нам важны именно документально подтвержденные прививки. Поэтому вакцинация на протяжении всей жизни. Лилия Рустемовна, вас не смутило количество, 22% интернет-пользователей заявили, что они против прививок?
Этот, конечно, вопрос, он есть. Отказники от вакцинации, они есть, но мы стараемся всячески этим работать, информировать. Но вот касаясь первого вопроса, я что хотела добавить. В принципе, население, оно может и не знать, против какой инфекции он привит, и когда ему еще нужно идти ревакцинироваться. Тут, конечно, большая задача, это участкового врача работать правильно, это и врача взрослой сети, и детской сети, отслеживать свое население обслуживаемое и приглашать на прививки своевременно. Вот если уже человек не придет, тогда же другой вопрос. Это уже, скажем так, оплошность самого человека. Ведь тут еще, да, насчет антипрививочных дел, здесь вопрос не только в том, что, например, дети у нас есть отказники, не прививаются. Ведь ребенок сам не дает отказ. Здесь именно дает отказ опекун, а в основном это родители. Вот это, конечно, большая проблема. Сегодня очень много людей, которые обслуживаются в коммерческих клиниках. И, например, не привязаны к какой-то поликлинике. И, например, естественно, участковый врач просто не может уведомить и сообщить, какая прививка, например, полагается. Да. Каким образом человек, в принципе, может восстановить свой этот сертификат и так далее? Нет, у нас нет ни одного проживающего населения, который не прикреплен к поликлинике по месту жительства. То есть это может быть и частная сеть, но они именно обслуживают население, и они ведут прививочные дела тоже. То есть нет у нас людей, которые висят. Они обязаны уведомить о необходимости есть прививки. У нас некоторые частные клиники, которым прикреплено население, которые получают вакцины за счет федерального бюджета, и они должны прививать это население, и взрослых, и детей. Полина Николаевна, вас что-то смутило в этом вопросе? Вот 22% этих прививочек, но большинство не следят за своим календарем прививок. Или это такая норма сегодня, ментальность такая российская, то самое авось? Нет, конечно, все должны следить за своим здоровьем самостоятельно. Прививаться надо. Иммунитет, он имеет способность исчезать с возрастом, то есть время проходит, и иммунитет снижается у человека. Поэтому надо подкреплять, поэтому надо повторять прививки обязательно. Оксана Геннадьевна. Я хотела бы сказать, что мы действительно столкнулись с большой проблемой, что первый момент – это достаточно много непривитых детей, есть медицинские противопоказания к вакцинации, но они, как правило, их не так много, и они имеют какой-то короткий срок. То есть если пациент выходит в стабильное состояние, прививки ему разрешено делать. Это одна категория. Вторая категория – это действительно все-таки достаточно большой процент родителей, которые отказываются от вакцинации. И сейчас, с учетом вспышки и кори, мы сталкиваемся с тем, что приезжают дети на госпитализацию, и у них нет сделанных прививок. И есть единственный отказ родителей. И когда мы проговариваем, что необходимо вакцинироваться, что сейчас есть требования, приказ Минздрава, по которому идет госпитализация при наличии, если нет медотвода, при наличии прививок. И родители, многим приходится объяснять необходимость этой вакцинации. И многие родители, они не задумываются, написав этот отказ, насколько отсутствие прививки опасно для их детей. И вторая ситуация, опять-таки, в детской больнице. Мы столкнулись с тем, что при госпитализации мамы с ребенком, или папы с ребенком, или какого-то ухаживающего, тоже требуются сведения о прививке от кори. И вот здесь наверное, вот этот большой процент, который не осведомлены, да, многих спрашиваешь, и они говорят, да, вроде бы какие-то прививки делали. То есть многие не помнят, какие прививки им сделали когда-то, когда закончили прививки. У некоторых есть сертификаты на руках, есть прививочные карты, которые с детства перешли во взрослые, но многие родители просто даже не помнят. И, соответственно, что существует и график вакцинации для взрослых, тоже далеко не все осведомлены. Но это к сожалению. Хотя я могу отметить, что вот мы уже столкнулись, пускай это пока единичные случаи, но есть случаи тяжелого коклюша, осложненного пневмонии, есть случаи уже кори, осложненной пневмонии. То есть это касается контингента именно непривитых детей, и с каким-то приморбидным фоном. Да, об этом, да, чуть позже. Вот что в «Автограде» у нас, Елена Васильевна, как вы прокомментируете количество антипрививочников? Или не желающих смотреть вообще за своим календарем прививок? Такие пациенты у нас встречаются. Люди, у которых нет прививочного анамнеза, нет данных о прививках, они тоже есть. Вот у нас было зарегистрировано за 10 месяцев 4 случая кори. Это все были дети заболевшие, и все не имели прививки. 2 детей у нас посещали детский развивающий центр. Когда мы начали отрабатывать эти очаги, у нас каждый
за каждым очагом есть дом, да, в котором жили эти дети. И участковая служба, и детская, и взрослые должны выйти в этот дом, весь, даже не подъезд, а именно весь дом обойти и посмотреть, привитые, не привитые. У многих взрослых не оказалось данных о прививках. Мы заходим, они говорят: да, я в детстве делал, но сейчас делать не хочу. Но по санитарным правилам мы должны тех людей, у кого нет данных о прививках, независимо от возраста, мы обязаны привить. Это касается детей и взрослых. Но мы столкнулись с тем, что отказываются. И в этом большая проблема. У нас... Ну и проблема, наверное, в том, что сегодня идет вот этот всплеск по заболеваемости и кори, коклюшу. Идет, да. Ну вот у нас кори, коклюш, ветрянка, да, паротит. Сейчас вот Роспотребнадзор говорит, вспышки коклюша в Челябинской, Томской областях, Санкт-Петербурге. В отдельных регионах число заболевших сотнями тоже исчисляется. В Томской области 164 случая, хотя в прошлом году было 2. Растет заболеваемость в Санкт-Петербурге на 12,5%. В Челябинской области рост почти в 9 раз. В Москве рост на 40%. Вот, в принципе, с чем мы столкнулись? Это результат какой-то антипрививочной деятельности? Что мы сегодня получили? Почему мы получили те болячки, о которых мы уже давно, в принципе, не слышали в таком масштабе? И раз сегодня приходят в ДРКБ с подозрением, а похоже у меня коклюш, люди уже начинают подозревать, что понимают, что вокруг этот коклюш есть. И мы давно это слово-то не слышали, если честно. Корь появилась год 4 назад. Первый, наверное, да, Роспотребнадзор вот сейчас нам подтвердит. Ну, первые какие-то вспышки. Единичные только. Вспышек, единичные, да, по сравнению с тем, что происходит сегодня. Что происходит в стране? Почему такие вспышки? Почему в ряде, только в некоторых регионах, скажем так, такие, ну, достаточно серьезно ощутимы? Ну, 666 по сравнению с 8 в прошлом году, это много. Рост 83 раза, это все равно, как сказать, не особо радужная статистика. В принципе, что происходит в стране? Это логично или нелогично? Из-за чего, Алексей Иванович? Смотрите, мы живем ведь не в закрытом социуме, да? У нас открытое общество, к нам приезжают люди из других стран мира, да? Вот, не везде вакцинация проводится так хорошо, как, например, у нас в стране. Есть страны, где это не очень эффективно делается, да? И вот если приезжают, например, люди, которые находятся в инкубации по кори, здесь заболевают, то в этом случае появляется источник инфекции, который может распространить эту инфекцию среди окружающего населения. Кто пострадает, кто заболеет? Неиммунные люди. Заболеют дети, ну, скажем, первые годы жизни могут заболеть, да, потому что, напоминаю, вакцинация от кори начинается в год. До года вакцинация не проводится. Поэтому, если мама с ребенком пришла куда-нибудь в магазин или в какое-нибудь общественное место, и там оказался человек, который еще не заболел, но находится в инкубации, он уже может стать источником инфекции. То есть это вот одна из главных причин. Вообще, вот вы спросили, когда в последнее время, когда начался рост заболеваемости, это где-то 2018-2019 года. Напомню, в это время хлынули мигранты, беженцы из стран Африки, стран Ближнего Востока в Европу. И там были колоссальные случаи заболевания. По 5000 только, например, в Греции, в Италии, во Франции. Причем это некоторые ошибочно думают, что заболел корью и переболел, и ничего страшного в этом нету. Нет, на самом деле заболевание чревато серьезными осложнениями. Эти осложнения могут быть не только со стороны органов дыхания, пневмонии, это могут быть осложнения со стороны центральной нервной системы, менингиты, менингоэнцефалиты, энцефалиты, от которых пациенты могут умереть. Тоже в Европе за 2018 год было зарегистрировано более 40 летальных случаев. В Европе, значит, случаи были, к нам все это пришло, и в этом году действительно мы отмечаем рост заболеваемости корью, это началось весной, продолжается осенью, и вот главная причина, я думаю, что попадание в нашу среду, значит, людей, которые приехали из каких-то других регионов, не привитые или привитые когда-то, и у них иммунитет утратился, и вот они могут распространить инфекцию. Одна из основных причин, вы считаете? Да, одна из основных причин. Вот. А еще хотел добавить такой момент. Это, конечно, касается не столько, может быть, кори, сколько других заболеваний. Есть такое понятие иммунный долг. Значит, в период ковида, вот за этот период, практически коронавирусная инфекция доминировала, и она вытеснила даже такие серьезные заболевания, как грипп. И поэтому люди не сталкивались с этими возбудителями инфекционных заболеваний, поэтому также иммунитет несколько просел, вот, ослаблен был, и поэтому при встрече с возбудителями легче возникают эти инфекционные заболевания. Хорошо.
Дмитрий Иванович, есть что добавить? Почему именно сейчас? Нет, в принципе, все как бы все то, что озвучено. И как бы плюс, конечно, такой вариант, как циклическое течение, то есть ряда заболеваний. Оно характерно, то есть заболевание повышается, снижается. И плюс, если это накладывается вот на ту ситуацию, о которой мы говорили, то есть снижение иммунных лиц, то есть это приток миграции, то есть, соответственно, мы выйдем вот эти вот подъемы и снижение заболеваемости. Хорошо. Лилия Рустамовна, что происходит в Татарстане на данный момент? Какая ситуация? Много это или мало? То есть для нас, как для журналистов, конечно, много, да? То есть как посмотреть, если в масштабах страны, в принципе... Много, да. Но если мы возьмем вот предыдущие годы, да, эти 2020-2021 годы, там были единичные случаи. В принципе, там были единичные случаи не только воздушно-капельных других. И, в принципе, всех кишечных инфекций не было, то есть паразитар, то есть было как бы полностью на ноль, да, на ковид. А до этого, если возьмем 2017 год, 2018 год, там тоже мы регистрировали 487 случаев, 512, это тоже было случаев много. Если вот это вот делить, то есть мы не видим в этом году какого-то всплеска. Вот говорим вспышка, я не вижу вспышки. То есть это просто обычный цикличный подъем заболеваемости. Кстати, цикличность при коклюше, например, 2-3 года. Вот у нас в республике это как раз прослеживает вот период 2 года. И еще не нужно сбрасывать с счетов вот этот постковидный синдром, который был, в принципе, который мы наблюдали в течение 2 лет, пандемия была. Да? Вот Халид Савванович сказал правильно, иммунитет у людей снижается. А если взять коклюш конкретно, то здесь после перенесения заболевания иммунитет, то есть сохраняется где-то до 6 лет. А мы прививаем детишек в возрасте 3, 4,5, 6 месяцев, 18 месяцев и все. Да? То есть, конечно же, нужна ревакцинация. И мы в республике это дело начали. Мы уже привили около 30 тысяч детей, ревакцинировали. Вот это единственный хороший момент. Официально в официальный календарь прививок это не включено в национальный? Нет, не включено, да, но мы прививаем как по показаниям в республике. Кстати, это начали тоже ряд регионов, не только Республика Татарстан, но уже многие регионы делают эту ревакцинацию. Она действительно нужна. Почему? Потому что основной источник при коклюше – это не дети, это не организованные коллективы, как думают ошибочно, это семья, это взрослые, это бабушки, дедушки взрослые. У нас заболеваемости среди взрослых нет в Республике Татарстан. Но если вот из этих 666 где-то 18 взрослых, старше 18 лет. А вот если взять европейские страны, например, Германию, да, Канаду, там у них показатель взрослого населения 55 на 100 тысяч населения. А у нас заболеваем всего 18 на 100 тысяч населения. То есть мы не видим какого-то огромного всплеска, нет. Это просто вот послековидное стечение обстоятельств. То есть это просто скажет, что это много. А так это, в принципе, средний многолетний уровень мы превышаем только чуть-чуть. И то, я считаю, от того, что иммунитет ослабевает. Во-первых, это вакцинация немножко, нужна ревакцинация, это понятно, это сейчас доказано. Ведь это же бактерия, мы же ревакцинируем через каждые 10 лет против дифтерии, против столбняка, против коклюша нет, а потому что не было вакцин. Теперь эти вакцины есть. Я думаю, календарь тоже он будет пересмотрен. А что с корью, Лилия Рустамовна? Мы на сегодня зарегистрировано 115 случаев кори, но кори тоже ситуация, она вот очень даже контролируемая. Почему? Потому что при коре здесь уже вакцинация срабатывает на 100%. Кстати, и заразительность, тоже контагиозность, мы говорим, это вируса тоже 100%. Если заболевшие в периоде инкубации или сыпью там после в течение 5 дней пройдет по коридору, и в течение 6 часов уже каждый, кто пройдет по этому коридору, может заболеть, если он не имеет иммунитета. Но ситуация, она действительно контролируемая, но, опять же, есть, о чем мы говорили раньше, есть отказы. Хотя есть у нас, например, среди заболевших 64% приезжие. Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан. То есть это в основном завоз из-за границы, но среди местных жителей всего 20 случаев. Это как раз-таки не привитые. Вот это проблема. Да, Елена Васильевна, на ваш взгляд, с чем связано? Вот цикличность. Соединяюсь, да, миграционные потоки. Да, и миграционные потоки, и цикличность. Это все играет свою роль, безусловно. Отказники тоже играют свою роль, безусловно. Четвертое. Необоснованные медицинские отводы. Бывает так, мамочка говорит, вот я хочу сделать прививку, ой, что-то ребеночек немножко заболел, ой, не пойду. Хотя из поликлиники позвонит, скажет, что вот да, приходите. Не пойду. И вот она неделю, там 2 недели она сидит дома, и сроки проходят. И в итоге этот ребенок может пропустить тот необходимый срок, когда нужно было сделать прививку. Еще есть такой вопрос интересный. Низкая осведомленность, на мой взгляд, населения о вообще прививках, о необходимости прививаться.
Сеченский университет в прошлом году провел интересный опрос. Спросили респондентов, откуда вы берете информацию по прививкам. 85% респондентов ответили, что из интернета. И 10% только от медицинских работников. 5% бабушки, дедушки, родственники. Вот такой был интересный. Кстати, вот в этой связи, где найти информацию о своих прививках? Вот сейчас люди задумались, куда им идти. Должен быть прививочный сертификат, либо этот сертификат находится в поликлинике. Да, из детских поликлиник, когда 18-летний человек открепляется, он должен нести прививочный сертификат во взрослую поликлинику. При сегодняшних потоках миграции, переездов, смены мобильных телефонов, городов, прописок и так далее, я могла сменить 10 городов. Я не знаю, где это мой сертификат с моей краснухой. Куда? Обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления. Да, так, то есть мне нужно куда? К первому городу? Настоящего. Поликлинику, по месту жительства. Да, по месту и как-то где-то это все оцифровано и хранится? Да, у нас сейчас получается уже разработана система единого электронного здравоохранения Республики Татарстан. Там есть модуль вакцинация. И, соответственно, особенность этой системы заключается в том, что любой медработник, независимо от местонахождения на территории республики, может посмотреть сведения о вакцинации. То есть, соответственно, вот эта информация, передача информации, она есть. Понятно, что сейчас не в полном объеме еще сведения внесены, но сейчас идут определенные работы по внесению, наполнению этой базы данных. И, соответственно, вне зависимости, где человек получил прививку, это вносится в систему, и любой медицинский работник может это найти. То есть нужно обращаться в поликлинику по последнему месту жительства, где вы на данный момент прикреплены. Коклюш, конечно, такого диагноза все мамочки боятся. Сама как мамочка в этой ситуации. Бессонные ночи, около 100 дней, да, беспросветный кашель. Где-то так, опять, это интернет, примерно так. Бессонные ночи, долгое выздоровление. В принципе, сегодня сейчас к педиатрам, тем, кто работает с детками. Кто в группе риска? Как протекает болезнь сегодня? Насколько вообще статистика какая есть? Насколько много детей? И вот в последнее время информация, что все дети кашляют, и кашель не проходит месяцами. Это коклюш, и нам уже куда-то бежать, мамочкам обращаться с подозрением и проверяться. Где проверяться? Какой анализ нужно сдать? Разъясните, пожалуйста, все мамам. В принципе, протекает, конечно, хуже всего у непривитых, в средне-тяжелой форме, с осложнениями, у кого пневмония, ателектаза. Но как прививаться? Если уж прям человек взрослый так хочет выяснить свои прививки, в принципе, можно сдать на антитела. Сдаешь кровь на антитела, и будет видно титр антител. И можно тогда провести вакцинацию. Если у тебя титр низкий, реально у тебя все антитела упали, значит, проводим вакцинацию, и все. Вот. А мамочкам с детками мамочкам да, а с детками? Вот мамы за деток-то переживают. Что с детками? Какая дорожная карта? Как понять, что пора к вам? Что это коклюш? Все мамочки по-разному выходят из ситуации. Кто-то обращается к педиатру по месту жительства, сдает ПЦР на ДНК на коклюш. ПЦР-тест это... ПЦР-тест, смысл, да, из носоглотки, либо можно взять кровь, если там. Ну и, соответственно, по тесту видно, если человек болеет, значит, может начать получать лечение, терапию. Как распознать, что это коклюш? Обычно в ночное время, клинически. То есть днем не кашляет, ночью? Днем не кашляет, ночью начинается кашель спастический, пробуждаются дети, кашляют до рвоты. Что делать? Синевы. Ну, определиться с диагнозом первоначально. Сдать анализы, хотя бы общий анализ крови элементарно, да, и ПЦР. Основное, наверное, вы, думаю, поддержите. Значит, давайте вопросы диагностики мы оставим на усмотрение врачей. У врача, да. Поэтому не надо сейчас бежать всем напором в поликлинику и требовать, у нас коклюш, давайте сдадим ПЦР-тест. То есть есть определенный регламент обследования длительно кашляющих. Определяет доктор. Кашель, педиатры меня поддержат, может быть при 200 заболеваниях, относятся к острой респираторной вирусным инфекциям. Кашель у взрослых может быть при онкологии легких. Кашель может быть при хроническом обструктивном бронхите. То есть много заболеваний. При новом ковиде пирола. Только при новом кашель. ковиде. Да, вот поэтому симптом кашля, он присущ многим заболеваниям. Поэтому, если кашель есть, если есть какая-то симптоматика, обратиться к своему лечащему врачу. Врач соберет анамнез, сделает осмотр, выяснит. Либо это стандартная, банальная, если можно сказать, ОРВИ, либо это экзотика пирола, либо, если, и причем показания для обследования коклюш тоже есть определенный период.
когда ребенок кашляет в течение определенного времени. Вот только тогда, да, можно провести бактериологическое обследование, да, можно провести ПЦР-исследование и поставить диагноз. То есть никаким образом не нужно сейчас бежать в поликлинике, бежать в лаборатории и требовать «сдайте на коклюш». Тем более сейчас у нас подъем сезонный ОРВИ, любое ОРВИ сопровождается кашлем. Поэтому вот здесь нужно четко ограничить это и ни в коем разе не смотреть интернет и себе по интернету ставить диагноз, что сказала моя коллега, как сейчас пользуются. В интернете. Поэтому обратиться за медицинской помощью в свою поликлинику. Хорошо, Оксана Геннадьевна, да, добавляйте. Согласна с тем, что прежде всего, если у ребенка идет длительный кашель, скажем, кашель, который мама расценивает как длительный, кашель, который может быть похож на коклюшеподобный, есть понимание и такого кашля, она должна обратиться к педиатру. Почему? Потому что начиная с банальных, например, аденоидитов, которые у детей младшего возраста встречаются в очень большом проценте, то есть воспаленные аденоиды могут давать коклюшеподобный кашель. Синуситы могут давать коклюшеподобный кашель. Даже у детей с аллергией, с аллергическим ринитом при затекании по задней стенке тоже иногда бывает навязчивый приступообразный кашель. У них тоже вязкая слизь, и которая тяжело проходит, отходит, и это вызывает кашлевой рефлекс, который может заканчиваться рвотой. Не говоря уже о многих вирусных инфекциях, которые тоже дают коклюшеподобный кашель. Поэтому здесь решение направить ребенка на обследование или не направить должно быть за врачом. Чаще есть признаки так называемого коклюшных, например, репризов. Но не определит мама у ребенка. То есть это может определить врач. Мама по интернету сегодня все определит, как ей кажется. То есть в этом огромная проблема дальнейшая. Она прочитала в интернете, что-то для себя сделала. Поставила, но это не всегда правильно. То есть достаточно действительно вспышку в сезон вирусной инфекции. Идет достаточно большое количество детей с так называемым коклюшеподобным кашлем. То есть они сдали ПЦР, они сдали кровь на антитела, пришли на прием. То есть у них все отрицательно. Но ребенок кашляет, действительно кашель такой напряженный. Просто будет ведь отличаться лечение в зависимости от того, какой диагноз мы ставим. Какие дети чаще всего болеют? Полина Николаевна. Болеют. В основном дети до 6 месяцев, до года. То есть маленькие, у которых не до конца получили вакцинацию, да, курс вакцинации, коклюш. Почему болеют, да, младшие школьники после рекламы узнаем, да, Оксана Геннадьевна, пока на рекламу, потом продолжим. Итак, мы продолжаем. Болеют чаще всего дети, нам сейчас сказали педиатры, коклюшем до 6 месяцев, как правило, не привитые. Но главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН в интервью РБК сказал, что треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, почти половина из них еще не прививались. То есть ее называют отсутствие своевременной вакцинации у детей, конечно, причина. Оксана Геннадьевна, но еще идет рост и у младших школьников. Роспотребнадзор сейчас Лилия Рустемовна сказала, что ревакцинировать пытаются в Татарстане, внедряют эту практику уже 3-й год. Почему болеют младшие школьники? Это связано, видимо, как раз с тем, что иммунитет уже становится более слабым. То есть вакцинируем мы детей в возрасте, пускай с опозданием, но в основном до 2 лет большей частью укладывается вакцинация. И, соответственно, через 3-4 года иммунитет становится послабее, и этот контингент. Но школьники болеют все-таки не тяжело. То есть осложненных форм у них нет. Да, их беспокоит ночной кашель, приступы, иногда дневные приступы, но в целом они не дают осложнений. И если брать классификацию, как правило, это все-таки легкая форма течения коклюша. А у малышей совсем какие тяжелые формы? Более тяжело, на мой взгляд, вообще коклюшем болеют дети непривитые и с неврологическими заболеваниями. Как правило, у них действительно течение заболеваний с очень частыми приступами кашля в дневное и в ночное время. У них бывают репризы, и некоторые из этих детей требуют госпитализации. То есть поэтому здесь, наверное, действительно нужно как-то внимательно относиться к медотводам, потому что многие из этих детей получили по неврологии медотвод. И здесь, наверное, педиатрам, оценивая ребенка и невропатологам, нужно очень подходить тщательно и внимательно, что это как раз та группа, которая более тяжелое заболевание дает. Так еще, если взять контингент, это дети с заболеванием легких,
Это наш большой сейчас контингент стал детей с бронхолегочной дисплазией. Как правило, это тоже недоношенные дети, дети, у которых изначально идет патология легких, которые находятся на длительной терапии и тоже получают медотвод от вакцинации на первом году жизни. Причем очень часто, разговаривая с мамами, если ребенок становится стабильный, я проговариваю, что я со своей стороны считаю, что ребенка уже можно прививать, потому что вы как раз группа риска, что если вы заболеете, вы будете тяжело болеть. Но у них идут медотводы у невропатологов или есть еще какая-то сопутствующая патология, и они, естественно, очень поздно начинают вакцинацию. Но они болеют тоже тяжело, с осложнениями в виде пневмонии, бронхитов обструктивных, то есть более тяжелое течение заболевания. Со взрослыми что делать? Если сейчас взрослые подумали о том, что раз уж 6-7 лет иммунитет пропадает, как сегодня не заболеть? Дмитрий Владимирович, взрослым можно вакцинироваться от коклюша? Это бесплатно, платно? Ну и вообще, есть ли смысл, если легкое течение болезни? Ну, как бы здесь легкое течение – это да. То есть, как бы, тяжелое течение во взрослом состоянии встречается крайне редко. В основном заканчивается все выздоровлением. Но, как бы, мы говорим об опасности того, что этот больной человек может заразить свое окружение. А если в окружении есть малолетние дети, то есть вот в этом опасность заболевания у взрослых. Значит, что делать? То есть мы сказали, что иммунитет на самом деле постепенно угасает. То есть, и поэтому, ковид еще подточил, да? Подточил, поэтому как бы здесь что? К сожалению, пока вакцины в национальном календаре для вакцинации взрослых против коклюша не предусмотрено, хотя вакцина у нас на рынке появилась. То есть есть вакцина, которая применяется именно для взрослых. Поэтому как бы здесь можно рекомендовать, то есть я говорю, что она не входит в национальный календарь, то есть можно рекомендовать взрослым, особенно тот, кто входит в окружение беременной женщины, то есть если женщина ждет ребенка, то есть ребенок в первые месяцы он будет не защищен от коклюша. И вот все ее окружение беременной женщины, конечно, рекомендуется привить. То есть создать иммунитет, и тогда ребенок, ну, в принципе, как бы будет, вероятность заражения, она снижена будет. Поэтому, то есть в национальном календаре пока вакцинация против коклюша среди взрослых не входит, но при необходимости, на платной основе, то есть человек при желании может в частный центр прийти и провакцинироваться против коклюша. Семейные заболевания были, по-моему, в Автограде, да, если я не ошибаюсь? Да, в Набережных Челнах мы зафиксировали за 10 месяцев 35 случаев коклюша. И были несколько семейных случаев, то есть когда заболевал ребенок и заболевала мама. Они оба оказывались в инфекционной больнице, получали лечение. Взрослые, да, действительно болеют легче. У нас даже беременная женщина была, у нее тоже был поставлен диагноз коклюш. В личной беседе, когда я с ней разговаривала, спрашивала, где вы могли заразиться, она говорит, ребенка, контакта не было, то есть я не помню, чтобы я была в контакте с заболевшим ребенком. Но ввиду своей деятельности она работала в крупном частном развивающем центре для детей. Скорее всего, там она и подхватила, потому что в таких центрах много детей, которые не привиты. Мамочки такие центры очень любят, там никакие справки не нужны, в отличие от детского сада. С удовольствием с утра ребенка привели, вечером забрали. Вот надо быть мамочкам очень внимательным и задуматься перед тем, как отказываться от прививки, от любой прививки, это и коклюш, и дифтерия, и столбняк, и любая, которая управляется вакцинами, что в будущем ее ребенок может встретиться с этой инфекцией, в том числе в развивающих центрах. Об этом обязательно нужно думать. И всегда помнить о том, что если родители отказываются прививать своего ребенка, они нарушают право ребенка на жизнь и на здоровье. Да, конечно, они имеют право по закону отказаться, но нарушают право ребенка на жизнь и на здоровье. Вот, когда это важно. Да, в первой части программы говорили о том, что госпитализация в этой ситуации есть приказ Минздрава, да? То есть, что... Минздрава, вот поясните его, пожалуйста, чтобы вот мамы сейчас тоже услышали, что если ребенок не... Есть приказ Минздрава от мая 23 года, номер, к сожалению, я наизусть не помню, но согласно этому приказу, именно при госпитализации в стационар у ребенка должно быть приложен сертификат о вакцинации. Если его нет, заключение врачебной комиссии медицинского учреждения по месту жительства при наличии медицинских показаний.
То есть не просто отказ мамы, а только заключение медицинской комиссии. И, соответственно... То есть это законный отказ от госпитализации. Вы имеете право на законных основаниях отказать госпитализации? Если состояние ребенка не угрожает жизни, конечно. Ну, то есть те дети, которые поступают экстренно, те дети, которые поступают по неотложным показаниям, их в любом случае госпитализируют. Да, Халид Сабанович, мы уже говорили о коре, и тут Лилия Рустам нам сказала, что за 6 часов, если этот человек с корью прошел, да, за 6 часов все, кто прошел, заразится. То есть там 100%, по-моему, поражение. Да, контагиозность 100%. Так и есть. Нет привитых. Что сегодня с корью? Насколько там с осложнениями, как вообще все это заподозрить в себе? И я понимаю, как хорошо с корью не впустить, да, вот в ДРКБ попадет ребенок с корью. Где ослабленные. Это будет просто, ну... Это, конечно, будет вспышка, катастрофа. Конечно, конечно. Халид Сабанович, насколько опасно сегодня корь? Ну, тоже казалось, ну, господи, заболевание это какое-то давнее, исчезнувшее, забыли мы о нем уже. Ну, вообще, вот ранее считалось, что корь – это детская инфекция. И так действительно было до введения вакцинации. А вот когда вакцинация появилась, дети раннего возраста перестали болеть, зато стали болеть более взрослые люди молодого возраста. После 20 лет к этому времени иммунитет утрачивался. Затем ввели ревакцинацию в 6 лет, и мы надолго забыли корь. И, по-моему, где-то в 2015 году вот были первые случаи кори. Вот. В этом году, вот, по данным Роспотребнадзора, 115 случаев кори зарегистрировано. Хочу обратить внимание, что половина заболевших – это взрослые. Да. Вот, половина дети, половина взрослые. Да. Вот, поэтому риск заразиться, заболеть корью существует примерно в равных соотношениях и у детей, и у взрослых. У детей, в первую очередь, дети первого года жизни, потому что вакцинация только с года проводится, у взрослых по причине ослабевания напряженности иммунитета. Контагиозный индекс чрезвычайно высокий, его можно сравнить с ветряной оспой, почти 100%. При коклюше 70%, тоже высокая заразность, контагиозный индекс. При коре достигает почти 100%. В начале заболевания кори понять, что это корь, практически невозможно, если только не учитывать эпиданамнез. Если мы тщательно собираем эпиданамнез, наличие контактов, приехал откуда-то из других стран, допустим, да, то мы всегда настороже, чтобы не пропустить корь. Вот. Но начало заболевания, оно ОРЗ-подобное, очень напоминает респираторно-вирусную инфекцию. Также температура будет, также кашель будет, также насморк. Что здесь может насторожить, на что необходимо обратить внимание? Это глаза, конъюнктивит, внешний вид ребенка, хабитус, да, ребенка или взрослого. То есть такая одутловатость лица, конъюнктивит, светобоязнь, слезотечение. Это уже в начальном периоде может отмечаться. Ну и, конечно, нужно осматривать слизистый полость рта, там можно увидеть характерно для этого кори, для этого заболевания симптомы. Вот. А сыпь, вот то, что является основным признаком заболевания кори, да, появляется не сразу, а где-то на 4-й, на 5-й день. Но появляется весьма специфично. Первый день на лице, потом на второй день на туловище, потом на 3-й день на конечностях. Именно вот это все это время человек заразен, да, он начинает... хотя с симптомами ОРВИ может посещать условно детские, потому что мамы приводят иногда в детский сад, да, мы понимаем, с насморком в том числе. Буквально за 1-2 дня до начала заболевания он уже становится заразным. Весь период вот этот катаральный, так называемый, когда еще сыпи нет, и, естественно, 5 дней с момента появления сыпи. И вот когда мы видим такую картину, здесь как бы диагноз кори, он становится очевидным, но все равно мы должны лабораторно подтвердить это заболевание. Лабораторно это анализ крови? Нет, это смывы из носоглотки на определение РНК вируса методом полимеразной цепной реакции. Что касается клиники. Клиника кори, в принципе, как была там 50-100 лет назад, она такая и осталась. Единственное, мы видели в этом году... Но вот сыпь не всегда бывает такая крупная, пятнистая, как мы видели раньше, как это в учебниках написано. Были случаи, когда сыпь была менее крупная, и это в некоторых случаях вызывало сложности в диагностике. Вот. Значит, про кори еще раз хочу сказать, что это не безобидная инфекция. Чем опасно? У большинства, да, протекает без осложнений, но возможно очень серьезное осложнение. Изменения могут быть со стороны глаз. То есть вот в 2018-2019 году те люди, которые болели корью, у них кратковременно было нарушение сознания. Извините, нарушение зрения. Нарушение зрения. Значит, раз я уже заговорил про нарушение сознания, значит, поражение нервной системы.
одно из серьезных осложнений, как проявление энцефалита, менингоэнцефалита. Собственно, это вот является одной из таких основных причин летального исхода при этом заболевании. Корь. При коре возможно поражение, значит, органа дыхания, пневмония, воспаление легких. Ларингит может развиться, стенозирующий ларингит. Ну и осложнение со стороны пищеварительной системы. Также дети легче переносят, чем взрослые? Вот там с ветрянкой это другая история? Нельзя так сказать, что дети легче, взрослые тяжелее. И у детей могут быть тяжелые формы, и у взрослых могут быть тяжелые формы. В общем, это достаточно такая серьезная инфекция, к которой нельзя вот легкомысленно относиться. Инфекция серьезная, заразность очень такая, конечно, высокая. При этом та же самая ветряная оспа, да, вот сейчас мы тоже говорили, тоже мы наблюдаем вспышку. Нет. Причем нет, все спокойно там. Причем, кстати, прививки мы не уже давно появились. Ни кори, ни коклюши, ни ветряной оспы. Что касается ветряной оспы, тут вообще ситуация стабильная. Мы даже ниже идем в среднем многолетнем уровне и ниже уровня прошлого года. Но при этом появились прививки, когда? Да, причем прививки, это буквально лет 8 назад, например, да. Я прививала сына, и мне говорили все вокруг, ну уж от ветрянки-то, ну это же ерунда. То есть все легко это переносят. Я сказала, непонятно, в каком возрасте он это перенесет, и я побоялась, что во взрослом возрасте это будет сложнее. Насколько с ветрянкой могут быть сложности? В плане диагностики? В плане чего? В плане педиатра, да, для плане деток. клиники? Ерунда? В этом году были... Ерунда, сыпь тоже какая-то маленькая. Нет, все? У кого как, конечно, но и были тяжелые случаи, в основном и церебелитов было в этом году. И у деток тоже? Да, у деток тоже проявление осложнений на нервную систему, церебелита. То есть вы как педиатр бы тоже рекомендовали, в принципе, делать прививку? Конечно, прививку надо делать, особенно таким детям, которые подвержены, могут быть инфекции. Ну или в зоне риска, в том числе с ослабленным иммунитетом, недоношенные, да, вот эти дети, которые, потому что и пневмонии ветряночные идут. В общем, тоже инфекция достаточно серьезная в связи с вот после ковидной истории, постковидной истории. Ох, как нас этот ковид подкосил. Да, а с паротитом что? С паротитом тоже сегодня ситуация спокойная. Мы зарегистрировано 6 случаев. Кстати, если вот учитывать 80-е годы и 90-е годы, мы там регистрировали до 12 тысяч в год. Сейчас от 4 до 12, вот 80-й год, если идти вот, по годам. А сейчас 6 случаев. То есть эта инфекция, вот это все опять же доказывает, что инфекции, они, эти воздушно-капельные, управляемые. Вакцины хорошие, вакцинации. Конечно, конечно. Что при паротите? Насколько сегодня, Халид Сабанович или Дмитрий Владимирович, да, Халид Сабанович, что при паротите? Насколько сегодня тоже родителям об этом нужно задумываться? Насколько я понимаю, паротит еще чреват потом уже для мужчин, да, во взрослом возрасте бесплодием, да? Я правильно понимаю? Да, паротит инфекция, эпидемический паротит инфекция, при которой возможно поражение и желеистой ткани, то есть в первую очередь, конечно, слюнные железы поражаются, но могут поражаться и поджелудочная железа, могут поражаться половые железы. Вот. Поражение поджелудочной железы может стать причиной развития в дальнейшем сахарного диабета. Поражение половых желез может стать причиной бесплодия. Кроме того, при паротите возможно развитие поражения нервной системы и развитие менингита. Поэтому проявления при данной инфекции, они различные, и в ряде случаев возможны такие серьезные последствия в виде, как я уже сказал, бесплодия и в виде развития сахарного диабета. Паротит ассоциированного, вирус ассоциированного. Поэтому для того, чтобы избежать таких последствий, конечно, любой врач будет рекомендовать вакцинацию. Конечно. Благодаря ковиду у нас в обиходе появилось такое выражение, Дмитрий Владимирович, микс-инфекции. Да? Может ли сегодня вот и грипп, и коклюш одновременно присутствовать? И каким образом, мы уже, конечно, говорили, что диагностировать самой маме-то не надо и самому человеку, да, к врачу. Но, в принципе, каким образом различать эти симптомы? И дорожная карта, каким образом определяется этот вирус? Есть ли этот микс уже? Микс-инфекция, как бы она встречалась, но я думаю, что клиницисты более, так скажут, развернуто. Но и по данным литературы, то есть встречались и грипп, и ковид, и по отдельности, и вместе, и друг за другом. То есть поэтому вот такое сочетание, оно как бы может быть. Ну, диагностика, она стандартная, это методом ПЦР исследования можно это который назначает исключительно врач. Который исключительно назначает врач. Лилия Рустемовна, вот при сегодняшней ситуации с корью, с коклюшем, каким образом, кроме вакцинации, противостоит сегодня Роспотребнадзор, вот проводятся ли какие-то, каким образом проводятся санитарные противоэпидемиологические мероприятия? Ну, например, в школе, в классе выявили коклюшу у одного человека, либо корь. Что дальше происходит? Кого считают контактными лицами? Какая работа должна вести? Закрывается ли класс или школа на карантин? То есть
Какая ваша дорожная карта в этой ситуации? Да, вот при этих инфекциях ограничительные меры как таковых не проводятся. Но, тем не менее, мы проводим обследование каждого очага, проводим мероприятия. То есть тут мероприятия, они такие вот обычные, стандартные. Это частое проветривание, текущие уборки, притом с применением не только моющих и дезинфицирующих средств, использование бактерицидных облучателей. Вот это элементарные методы, которые помогут не только при коклюше, коре, паротите, ветряной оспе, но и помогут при, опять же, сейчас идет сезон, при гриппе ОРВИ, чтобы не заболели окружающие. Но, тем не менее, конечно, при коре, эпидпаратите и ветряной оспе мы выносим постановление на вакцинацию контактных лиц. И при том вакцинация должна быть обязательно сделана быть первые 3 сутки, то есть 72 часа, первые 3 сутки. Потом уже даже бесполезно, потому что уже можно только дальний контакт до 7 дней, например, при коре, а при эпидпаратите только 4 дня. Потом уже эта вакцинация при ветряной оспе тоже. Она уже будет просто бесполезной. Но здесь, опять же, главное, а при коклюше мы вообще не прививаем контактных в очаге. Вот именно поэтому нужно прививаться вовремя. То есть не ждать, что будет, например, какой-то случай, и нужно что-то делать с контактными. Вот у нас основное население немножко, конечно, мы интересные мы. Вот сейчас идет вакцинация против гриппа. Пока вакцины есть, хотя уже это остаются уже считанные дозы, да, Дмитрий Владимирович? Ну, потому что но при этом, да, но при этом пробовать. Народ вот он идет, хотя это очень большой риск именно для пожилого возраста, потому что грипп дает осложнение на сердечно-сосудистой системе. Даже сейчас уже как бы уже доказано, что они провоцируют инфаркты, инсульты, именно вирус гриппа. А вот когда у нас наступит январь месяц, нам пойдут звонки от населения, и они будут очень просить, где можно очень даже срочно привиться против гриппа. Хотя уже прививочный сезон он будет закрыт, потому что уже пойдет уже эпидемический подъем заболеваемости. Поэтому я просто действительно, уважаемое население, призываю вовремя привиться. А вот такие меры, да, то есть ну, типа ограничительные меры, это первые, да, обязательно утренние фильтры. Это касается не только детских коллективов, но и взрослых тоже. Не допускать болеющих детей, болеющих взрослых коллективы, уже особенно кашляющих, о чем мы говорим. Потому что вот они явятся источником для других. Тут даже вот наши вот такие превентивные меры, они могут не помочь. Поэтому должно быть в коллективе здоровое население. На Роспотребнадзоре, но, да, элементарные меры личной гигиены. Да. Новый слоган в этой программе. В принципе, если сегодня мы говорим, что антипрививочников много, но при этом мы перешли в рельсы таких экономических санкций, в том числе, что у нас с прививками, Дмитрий Владимирович, насколько сегодня хватает, в принципе, от вот этих старых болячек, прививок. То есть раньше, например, мы ходили, это были бельгийские вакцины, французские вакцины. Родитель мог выбрать, в том числе в государственной клинике, в частной клинике. Что сегодня? Опять-таки, то, что о тех инфекциях, о которых мы говорили, то есть эта вакцинация входит в национальный календарь. В рамках национального календаря, то есть вакцина поступает за счет федерального бюджета. То есть в 2022 году Минздрав составил соответствующую заявку на вакцины, то есть это согласовывали с Роспотребнадзором, и пока за этот год практически перебоев не было с поставками вакцины. В основном это идут отечественные вакцины, но если мы говорим, допустим, о коклюше, дифтерии, столбняка, для детей до года, мы с 2021 года используем французскую вакцину Пентаксим. То есть она локализована сейчас у нас в России, и поэтому вакцина хорошая, не вызывает каких-то реакций, как КДС. Это из тех прививок, которые сложно переносить с детками, да? Если раньше очень много родителей отказывалось от вакцины КДС, как клюшный компонент, который содержит по причине того, что вот мы не хотим, тяжелые реакции, там температура повышается. Сейчас, пожалуйста, Пентаксим бесплатно, то есть первые 4 прививки. Но даже в этой ситуации есть родители, которые отказываются. То есть теперь сослаться на то, что вакцина реактоген они не могут, поэтому выдумывают какие-то иные поводы. То есть поэтому каких-то перебоев значительных у нас нету. Да, были перебои с вакциной против кори, связанные с подъемом заболеваемости, но опять-таки вакцина поступает в течение всего года, то есть ежеквартально, ежемесячно по определенному графику. Соответственно, если появилась повышенная заболеваемость, то есть требуется больше вакцины, соответственно, наступает период, когда вакцина просто еще не поступила из следующей поставки. Поэтому такие моменты есть. Ну и опять-таки сейчас родители озаботились тем, что они не вакцинированы, и несмотря на то, что их ранее приглашали в течение года, то есть не приходили, а сейчас срочно пришли на вакцинацию.
Ну и как бы логично, то есть та же самая, если поочередно приходить, то есть никакой очереди, никаких этих не будет. Если, соответственно, весь город ринется вакцинироваться, понятно, будут какие-то очереди. Поэтому, но все вакцины поступают, соответственно, каких-то проблем с поступлением каких-либо вакцин таких значительных нету. То есть у нас используются как отечественные, так и зарубежные вакцины. В частности, вакцина пневмококковая, это наша локализованная вакцина пневмотекс, она поступила. Поступила вакцина полиовакцин, полимелитная вакцина живая и инактивированная, это нашего отечественного производства. Поэтому... То есть вот такого перебоя вакцины нет. Есть проблема с вакциной против ветряной оспы, но она не входит в национальный календарь, поэтому как бы, ну, федеральный бюджет ее не поставляет. Пока не Мы вакцинируем лиц призывного возраста против менингококковой инфекции, против пневмококка и против ветряной оспы. То есть на них в свое время заявка была послана, и как бы здесь проблем нет. К концу программы зрители проголосовали большинство. Мне делали прививки только в детстве. 45%, 31% считают, что здоровье превыше всего и следят за календарем прививок. 22%, как интернет-аудитория, так и телевизионно, посчитали, что они вообще против прививок. В конце буквально коротко по одному предложению. Вот в этот период вспышек и старых, и новых болячек, какие рецепты здоровья, Дмитрий Владимирович? Прийти в поликлинику и узнать свой прививочный статус. Хорошо. Очень коротко сказал главный эпидемиолог Лилия Христофоровна. Прививки, само собой, но соблюдать режим дня. Так, Елена Васильевна. Вакцинация – это одно из лучших достижений человечества, поэтому бежим на вакцинацию. Это наше все. Хорошо, спасибо. Оксана Геннадьевна, на ваш взгляд, Я тоже за рецепты? вакцинацию, причем надо, чтобы родители понимали, вакцинация – это не сделали прививку, и на завтра вы защищены. Должно пройти время, чтобы выработался иммунитет. Ну и еще я хотела бы сказать пожелание. Сейчас очень много больших центров, и где скопление людей, вероятность подхватить инфекцию гораздо большая. То есть, по крайней мере, в период эпидемиологических вспышек стараться избегать посещения общественных детей, мест. Особенно непривитых, но и привитых тоже, потому что мы рассуждали, что они тоже могут заболеть. Да, Полина Николаевна. Самое главное вакцинация, конечно, ну и соблюдение режима. Режима санитарных правил. Халид Сабанович, на ваш личный рецепт здоровья, может, у вас есть? Ну, я вспомню хорошие советские традиции, профилактическая медицина. Легче предупредить заболевание, чем потом его героически лечить. Ну и, конечно, вести здоровый образ жизни. Хорошо, благодарю экспертов. Я надеюсь, что мы, возможно, достучались сегодня до каких-то зрителей, кто сегодня не владеет своим паспортом здоровья, сертификатом о вакцинации. В принципе, под контролем все инфекции, как мы понимаем, да, все эти вирусы. Главный способ вакцинация, поэтому, если есть возможность, необходимость и посмотреть свой календарь прививок, идите, отправьте своему участковому врачу, делайте вакцинацию, защищайте себя и своих близких. Всего доброго, до свидания, будьте здоровы.